Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные Господи, отцы, матери, братья и сестры, спаси, Господи, за ваши святые молитвы. Сегодня Святая Православная Церковь всегда празднует последнее воскресенье перед Рождеством Христовым. И в этот день всегда мы с вами празднуем память всех отцев, от века богоугодивших. Прошлое воскресенье мы праздновали святых праотцев, то есть тех, которые были до Рождества Христова, святые угодники Божии, Авраам, Исаак, Иаков, Иов, Ной и прочие святые, которые еще не видели во плоти пришедшего Господа нашего Иисуса Христа, которые не имели благодать такую, как мы с вами, исповедоваться, причащаться, каяться во грехах своих, получать прощение грехов своих и причащаться от пречистое тело крови Христовой. Они были святые, хотя никогда в жизни не причащались. Были святые, потому что жили в послушании воле Божией, в отсечении своей греховной воли. И вот в прошлое воскресенье память мы их праздновали. Сегодня мы празднуем память всех святых отцев, от века богоугодивших, то есть тех людей, которые уже знали, что Бог есть Троица, которые уже знали, что второе лицо Троицы есть Бог Любовь, Бог Слово, Господь Иисус Христос, которые уже знали, что Бог не издалека, как вот это вот кажется поврежденному уму человеческому, который Бога придумывает себе, знает, что Бог есть по естеству, но не знает, какой Он, и придумает. Вот Бог кто-то такой, который наказывает меня за грехи мои. Вот все мои неприятности в жизни, человек думает так, это наказание Бога, Бог наказывает меня за грехи мои. Так думает падшее человеческое естество. Но святые отцы и мы с вами уже знаем, что Бог не такой, как мы представляем себе, который с палкой стоит и карает нас за грехи наши. Нет. Но Бог это тот, который приходит сюда на землю, рождается в семье плотника, хотя и царского рода. Сегодня, в неделю святых отцов, мы всегда читаем Евангелие от апостола евангелиста Матфея, самое начало 4 Евангелия, в котором рассказывается, кто были родители Иисуса Христа здесь по плоти, живущие на земле. И от Адама с Евою все вот это родословие до пророка Давида, царя, 14 родов было. Потом 14 родов было до переселения Вавилонского, и от переселения Вавилонского до Рождества Христова 14 родов. Кто рождал детей и по какой родословии шла линия Господа нашего Иисуса Христа. И вот это родословие нам рассказывается, мы с вами видим, что Бог Иисус Христос есть рождейся, живущий не по таким нашим человеческим принципам, как нам кажется, лучше. Вот лучше бы нам родиться в семье царя, вот лучше бы нам родиться в семье богача или знаменитого человека. Будет много денег, меньше хлопот будет веселее жить, будешь тратить деньги на разные удовольствия, вот, если родишься в семье царя. Но Господь, который знает прошлое, настоящее и будущее, Он не возжелал родиться в семье царя, потому что знает, что быть сыном или дочерью богатого человека, или жить в богатой семье, или просто быть богатым человеком, это очень тяжелое искушение, потому что для человека, каждому человеку, нам с вами, чтобы стать лучше, чтобы спасать души, нужны скорби, нужны труды. И поэтому в нашей короткой жизни счастье для человека в том, что он эти скорби получает и переносит, проживает. Если скорби нету, то он становится, каждый из нас с вами становится, пока нет скорби, становится горделивым, становится самодовольным, эгоистичным, себялюбивым, завистливым, тщеславным. Все это мы с вами хорошо очень знаем. Нету скорби, мы начинаем гордиться. Как хорошо нам жить, как мы начинаем воровать славу Божию. Бог управил нам какие-то блага земные, а мы вместо благодарения со страхом Божиим, что будем отвечать за то, что нам подает Господь, как мы это будем использовать, мы начинаем гордиться, а всего я сам достиг. И начинаем опять падать и грешить. И поэтому, конечно же, быть богатым, быть человеком управляющим кем-то или чем-то, это большая-большая ответственность, большой труд. И Господь, поэтому, чтобы не отвлекаться на управление народами, чтобы не заниматься управлением государственными делами, родился в семье плотника, потому что для любящих рук Господа нашего Иисуса Христа, наверное, большая радость сделать табуретку для человеческого
для человеческой нашей жизни стол, табуретку сделал и подарил, дал тому, кто на эту табуретку сядет. Вот такова любовь Божия. И поэтому родился в семье плотника, и сам был плотником до 30 лет Господь, который, сотворил небо и землю, повесил небо над нами, и звездами огромными мириадами украсил вселенную, сам брал в руки топор, брал в руки рубанок, сам Бог, Иисус Христос, и делал нам табуретки, столы, стулья и кровати, на которых мы спали, потому что Он любит нас. И это о любви приятно служить тому, кого любишь, любой мелочью, любой простотой. И вот далее мы с вами знаем вместе со святыми отцами, память которых мы празднуем, что Бог не только трудился для нас здесь на земле, делая табуретки, любя нас и радуясь от того, что Он может послужить нам и табуретками, столами, стульями, и звездами над небом, на небе, и вселенной всей, и миром этим, который Он сотворил, всем служить нам. Но Он еще и в 30 лет вышел на проповедь, Господь Иисус Христос, во враждебной среде абсолютно, потому что каждый из нас, опять скажем, горделив, и каждый из нас сам хочет быть и Мессией, и Богом, и для себя, и для всех, и центром вселенной хочет быть Он. И вот, и считает себя самым святым и самым праведным. И вот когда явилась эта настоящая праведность, настоящая святость, настоящая, которая по водам ходит, которая и пощечины принимает от человека, не злобясь, не обижаясь, но прощая. Вот эта святость появилась, которая воскрешает мертвых и исцеляет слепо, глухо, немо рожденных людей, и бесноватых, и всех. И говорит так, как никто не говорит. Действительно появилась огромная зависть в людях, потому что зависть – это все грехи от гордыни, и, конечно, зависть тоже. Мы завидуем людям, потому что себя считаем лучше всех на земле. Завидуем тем, у кого мы видим, есть что-то больше, чем у нас. Или денег, или способности, или должности, или радости семейной, или еще чего-то. Начинаем страшно завидовать. А у Бога больше всего, чем у нас всех вместе взятых, потому что Бог и есть источник всякого добра, и любви, и радости, и имений духовных, и имений физических. Надо тебе что-то духовное, проси у Господа. Господи, дай мне молитву, Господь подает. Господи, дай мне покаяние, Господь подает. Господи, дай мне смирение, Господь подает. Но если мы просим устами просим, а сердцем не просим, Бог не подает нам, потому что Он слышит не уста наши, а сердце наше, потому что человек тоже, как и Бог, троичен, и он может разделить свое естество так, что уста будут говорить одно, а сердце думает другое. Устами можем хвалить человека, прославлять человека, а сердцем проклинать его. Устами мы можем говорить, что любим и уважаем человека, а в сердце его можем ненавидеть. Вот то, что из сердца исходит, есть та правда наша внутренняя. И вот эту внутреннюю правду Господь и слышит. Если мы устами говорим: Господи, дай мне смирение, а сами смиряться не хотим, в сердце нет желания смириться, Господь не подаст нам смирения. Не даются дары свыше нашего желания, против нашего желания, насильно не даются дары духовные. Если мы говорим устами: Господи, даруй мне любовь, а сердце не хочет любить, потому что любовь – это распятие, любовь – это служение ближнему нашему, любовь – это забыть о себе, любовь – это думать постоянно, но не о себе, а о том, кого любишь. И не хотим, если мы любить, и говорим: ой, любить, это значит сядут мне на шею и будут погонять и помыкать. Господи, дай мне любовь устами, а сердце боится, чтобы не сели на шею. Господь не даст любви человеку. Он же знает, что в сердце нашем. Устами его не обманешь. Господи, и если мы благодарственный молебен служим: благодарю Тебя, Господи, за то, что подал мне новый автомобиль или новый дом, а в сердце ропот, за то, что там где-то я болел, а там где-то не получилось то, что я хотел, то Господь знает, что в сердце нашем находится. И поэтому, конечно же, мы должны
с Господом живя, от всего сердца просить действительно блага духовные, Господь слышит наше благо и помогает нам, и подает нам эти блага. И вот в иудейском народе Господь пожил, помогая всем людям, исполняя прошения каждого человека, и материальные, и духовные, и кормил хлебами в пустыне людей, совершая такое чудо великое. И в этой враждебной среде, в зависти, в такой духовной, он пожил и, конечно же, был распят за наши грехи и из-за наших грехов, потому что вот эта зависть привела к ненависти. Зависть всегда приводит к ненависти, к злобе, к проклятиям, к злопамятству. Хотя и Господь никаких не подавал поводов никому и никаких грехов не совершил, тем не менее множество грехов имел и имеет до сих пор, и будет иметь всегда Господь множество грехов, не грехов, а множество врагов, которые будут вредить Господу и стараться Его распять. И, конечно, Господа наша распяли, мы все с святыми отцами это знаем. И воскрес Он третий день по Писаниям, и явился, мы с вами знаем, в новом теле, в том, в котором жил Адам и Ева в раю, то тело, которое будет у каждого из нас, кто воскреснет в вечную жизнь. У каждого из нас, кто пройдет эту земную жизнь с скорбями и искушениями, и трудами, и подвигами, и падениями, но снова восстанет, покаявшись во грехах своих, и дальше будет идти к Господу, и опять упадет, и снова восстанет, и снова упадет, и снова Господь будет протягивать ему руку, он возьмется за эту руку Господа и встанет вместе с Господом, и дойдет, наконец, до Голгофы, и распнется с Господом, распнет, пригвоздит ко кресту грехи свои, этот человек воскреснул, будет иметь новое тело, которое Господь имел по воскресении, которое проходит сквозь стены, понимает язык зверей и птиц, преодолевает мгновенно огромные расстояния, то тело, которое уже не болезнует, уже не мерзнет, уже ему не жарко, уже не испытывает боли всякой, но испытывает радость о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе и любви. И поэтому сегодня, празднуя память святых отцов, братья и сестры, давайте мы к ним обратимся с молитвой и скажем им, попросим их: святые отцы от века Богу угодившие, помогите нам, причащающимся, так же, как и вы причащались, и тем, кто ходит в храм, на божественную литургию, так как и вы ходили, потому что вам уже была дана божественная литургия Иоанна Златоустова, вы жили в новом веке после пришествия Христова. И нам, которые тоже стараются очистить свою душу покаянием и таинствами церковными, елеосвящением, исповедью, причастием, помогите нам, чтобы мы проходили нашу жизнь в послушании Матери Церкви, в терпении скорбей, потому что скорби исцеляют наши души, в трудах и подвигах духовных, чтобы мы нашу жизнь все-таки довели до Голгофы. Пусть мы падаем во грехи, но и паки снова встаем, братья и сестры, Господь нас восставляет. Помогите нам вашими святыми молитвами и ходатайством, чтобы мы дошли до крестной горы Голгофы, распялись со Господом, и чтобы мы не ушли из церкви, не ушли из молитвы, из причастия, исповеди, но в ней пребывали на корабле Спасительном вместе с вами, зная, что вы нам помогаете и служите нам, и прибыли в радости, любви и спасении здесь и в вечности со всеми святыми от века Богу угодившими. Аминь.